И на самом деле, мне кажется, очень полезное мероприятие, потому что самое главное на любых наших мероприятиях, когда мы встречаемся, мы — это русский народ, это хорошо поесть. Классно потанцевать. Но вот первое — это поесть. И то, что сегодня собрались здесь самые достойные кейтеринг-компании, классные номинанты, достойные лауреаты, это серьезная история. И я, как человек со стороны корпорации, которая организует такие крупные масштабные мероприятия, тысячники, я понимаю, что... Вау! Да, это серьезно. Я смотрю, вы не танцуете, вы не танцуете, да. Вы очень серьезно подходите к вопросу, организовываете кейтеринги, тысячники целые. Как вам это удается? Профдеформация. Я все время воткнута в розетку и, соответственно, переживаю за то, чтобы все были сыты, чтобы никто не отравился, и чтобы вот я не переживала. Существует профессионалы на рынке, которые сегодня здесь все собрались и которые, собственно, которым можно доверить такие серьезные мероприятия и быть уверенным, что люди будут в восторге, по крайней мере, от еды. А дальше... А говорили мне, что в «Магните» работаете. А в «Магните» знаете, сколько человек работает? Сколько? Угадайте. Человек 20, думаю. 360 тысяч. Нет, я в одном магазине имею в виду. Да, а вот вообще 360 тысяч, и чтобы собрать какую-нибудь тусовочку небольшую, это как минимум 5000 человек. Их нужно покормить. Вот представим себе любую хозяйку на кухне, которая сможет наготовить вкусненького, чтобы люди поели часа 4, в течение 4 часов были в процессе еды. И были довольны, и удивлялись, и еще восторгались, и потом рассказывали своим друзьям. Как раз ребята, которые сегодня собрались, они умеют это делать. Так скажите, сколько же стоит к вам обратиться, сколько будет стоить такой кейтеринг, а? Сколько будет стоить такой фуршет, чтобы всех накормить? Может, не 5000 человек, конечно, может быть, человек, не знаю, 100, 150. Да это легко рассчитать. Вот вы в ресторане сидите один, сидите примерно час-полтора. А теперь вот этот чек на час-полтора умножаете на 3, чтобы 5 часов посидеть, и у вас получится примерно 10 000 рублей на человека. За 3 часа? Такого скромненькой истории. Но ведь все-таки маленькие такие вкусняшечки такие, они же небольшое блюдо. Но все-таки у вас, так сказать, по частям разделено. Это влияет? А вот это и профессионализм кейтерингов, чтобы создать такую смену блюд, чтобы было и вкусно, впечатляло, и не супер дорого по карману организаторов. Это теща дешевле приготовит, стол накроет дома. Даже на всю свадьбу. На 500 000 мы погуляем дома. Ого-го-го-го. Даже на шашлыках. Кстати, я согласна. Ни одной тещи сегодня не было награждено. А мне кажется, они достойны. Вот это вот идея для будущих премий таких. Да, друзья, кстати, мы совместно со штабом Татар Москвы предлагаем наградить на следующей премии кейтеринга тещу. Тещу года. Тещу года. Должна быть отдельная номинация, и должно, мне кажется, быть их несколько. Да, мне кажется, мы тут тещу соберем 3 этажа. Так вы получили награду? Да, получили награду в ногу со временем. А что чаще заказывают частные клиенты? Все зависит от формата, если это свадьба, либо частное мероприятие. Нет, а бывает так, что, например, частный клиент ни свадьбу, ни юбилей, ни день рождения, а вот ему захотелось гульнуть? Гульнуть — это, значит, частная территория. Это может быть переходящий формат. Начинается с велкома, когда все красиво, элегантно, потом переходящий в барбекю, а потом в автопати ночное с бургерами. Да. То есть такое бывает. А чтобы компания была очень узким кругом, такое бывает? Небольшие мероприятия вы имеете в виду, да? Небольшие мероприятия, скорее всего, скажем так, мы по бюджету не проходим, либо они не проходят по бюджету. В основном мы мероприятия делаем от 50 человек. Есть какие-то постоянные клиенты, которые мы на дом выезжаем, но это только такие клиенты, которые, в принципе, мы на постоянной основе работаем. Например, от какой суммы к вам можно обратиться? От 200 000.
От 200 тысяч за бутерброды. У нас ресторан, который делает высокий уровень, сервис, такой же, как ресторан стационарный. Мы делаем гала-подачи, красивую подачу блюд, красивую сервировку с элегантным обслуживанием. Добрый вечер, как вас зовут? Антон Триф меня зовут. Так, вы у нас барабанщик, солист. Все верно, все верно. Выступаю один со своим шоу. А как вам сегодня мероприятие кейтеринга, фуршеты? Как вам вообще нравится тема фуршетов? Как вы считаете, нужны ли они на мероприятиях? Вы знаете, я от лица всех артистов скажу, что фуршеты — это очень хорошо. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, а свекровь, я пока не познал все прелести свекрови, поскольку я пока не женат. Но мать, наверное, заменяют частично. Частично, да. А вы сами готовите? Нет. Ну, я яичницу... Никогда не готовили? Вообще никогда. Вот я готовлю с 11 лет супы, да, полноценно готовлю, ничего в этом сложного нет. Я считаю, что, знаете, вот таких, как вы, что это лентяи, которые не хотят просто делать, и, ну, что сложного взять и разбить яйцо об сковородку, что сложного? Ну, яйцо разбить... Оно само пожарится. У меня просто есть менеджер как раз, вот, и он, кстати говоря... А, вам менеджер яйцо разбивает? Нет, Вы до этого даже обленились. Я очень люблю есть, но готовить не очень люблю. Ну, так вышло. Ну, бывает, да. Это все-таки, я считаю, готовить — это творческий процесс. Если вы человек творческий, я думаю, что у вас должно это совмещено быть. Ну, очень много, я считаю, там рутинной работы в готовке. Ну, это мое мнение, я просто никогда не пробовал. Ну, в общем, вы за здоровое все-таки питание. Ну, так, не всегда. Я считаю, что можно иногда себя побаловать какими-то такими продуктами вредными. Ну, почему? А здоровыми продуктами нельзя себя баловать? Ну, вредные ведь вкуснее. Вы считаете, у нас как бы достиг такого пика высоты вот эти фуршеты? Или все-таки еще развиваться стоит? Какие-то есть минусы, недочеты? Я, как человек, который сам не готовит, думаю, что достигла пика у нас уже как бы формат. Ну, поскольку вы сами не готовите, я вам скажу, что все сейчас говорили, что не достигла. Я, правда, не понимаю, в чем. Мне тоже все нравится, я считаю, что все очень красиво, замечательно. Но люди говорят, что стоит еще расти, профессионалы говорят. Я думаю, что пределу совершенства, как и Филиппа Киркорова, не существует. Да. Но смотрите, все познается в сравнении. Мы же сейчас как раз все смотрели в Инстаграме видео Юлии Высоцкой. Так. Про кулинарное шоу. И вот по сравнению, допустим, с Юлией Высоцкой у нас сейчас просто кухня на высшем уровне, я так считаю. А вы можете сравнить, вы пробовали ее стряпнину? Не очень вкусно. Не всегда, скажем так. Пишите свои комментарии на нашем канале, что вам понравилось. Я повторюсь, что именно сегодня с вами был певец Александр Матвеев, который раскрыл одну из самых главных своих тайн, такую, что он обожает ходить по фуршетам. Об этом знаете только вы. Никому ни слова. Свои комментарии пишите под нашим видео. Пока!